В эфире новости, с вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные темы к этому часу. В зоне спецоперации народная целительница Арчина провела обряд Алгыс, посвященный национальному празднику народа Саха. В Улюкминском районе в отделение реанимации доставлен человек с огнестрельным ранением. Подробнее об инциденте. В Усть-Нере прошло открытие фестиваля альпинизма «Полюс холода». Наши корреспонденты пообщались с участниками. Евразийский банк развития ожидает ключевую ставку Центробанка России на конец 2025 года на уровне 18%. Это следует из опубликованного макроэкономического прогноза банка. Ставки в реальном выражении будут оставаться высокими на фоне замедления инфляции по мере консолидации бюджета в 2026-2027 годах и формирования устойчивого тренда на замедление инфляции и смягчение денежно-кредитных условий за счет своевременного снижения ключевой ставки будет носить более выраженный характер, указано в документе. Реализация программы социальной газификации проводится в усиленном режиме. Под представительством министра промышленности и геологии республики Максима Черещенко состоялось очередное заседание регионального штаба по социальной газификации. Лидерами по пуску газа в доме якутян стали город Якутск, это 172 дома, Вилюйский улус 25, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский улусы 21, а также Верхневилюйский улус, это 20 домов. На участках реки Лены зафиксирован рост уровня воды. Между Якутском и Покровским отмечается формирование максимума дождевого паводка. В ближайшие сутки рост уровня воды возобновится на участке Витим, Пеледу и Ленского района. У Витима уровень воды сохраняется выше отметки неблагоприятного гидрологического явления. В пределах центральных районов отмечается рост уровней воды от 1 до 8 сантиметров за сутки. На реке Алдан у Охотского перевоза Тампонского района сформировался максимум дождевого паводка с общим ростом. На реках Амга, Вилюй, Оленек и Яни отмечается понижение уровня воды различной интенсивности. Больше 15 тысяч якутян приняли участие в акции, проводимой фондом «Защитники Отечества». Культура, спорт и патриотическое воспитание. Всего с начала года фонд организовал порядка 200 мероприятий. Помощь также оказывается семьям военнослужащих. Так, в июне матери погибших бойцов посетили Москву, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород по программе специальных железнодорожных рейсов. Программа тура включала обзорные экскурсии, посещение музеев, достопримечательностей городов и разнообразные мастер-классы. С 22 июня, в День памяти и скорби, в Музее государственности имени Исидора Барахова Верхневилюйского района открылась выставка «Сюрахпетегер Рютыннахкат. В наших сердцах вы вечно живы». Экспозиция, организованная музеем и социальным координатором филиала фонда Игнатом Трофимовым, посвящена погибшим участникам специальной военной операции. На выставке представлены фотографии, личные вещи и награды героев. В дни, когда вся Якутия отмечает эссе, в группировке войск России народная целительница Арчина 23 июня провела обряд Алгыс, посвященный национальному празднику народа Саха, сообщается в телеграм-канале военкора Якутии. В фронтовом доме Арчи собрались вышедшие из боевых задач бойцы из Якутии, штурмовики. Дом Арчи на фронте открылся по инициативе и стараниями самих военнослужащих. Он стал настоящим центром объединения всех якутян на СВО. В текущем месяце в Улюкминском районе произошел несчастный случай. В отделение реанимации доставили человека с огнестрельным ранением. О том, как медикам удалось минимизировать тяжелые последствия, расскажут наши коллеги. Один из редких в медицине случаев – огнестрельные ранения. Но, к сожалению, статистика не нулевая. И в результате тех или иных событий необходимо принимать экстренные меры. В начале июня именно в этой операционной была проведена операция по ампутации поврежденной конечности. К слову, операция проведена блестяще, без потери человека. Опытный хирург смог максимально минимизировать риски. Исходом данной травмы явилась ампутация нижней конечности на уровне голени, ввиду того, что жизнеспособность тканей дистальных отделов конечности она была полностью нарушена, и пришлось пациенту выполнить ампутацию. Состояние было жизнеугрожающим.
Все это осложнялось травматическим шоком, массивной кровопотерей. Благоприятный исход в этом случае зависит от многих, начиная от медика на месте событий, транспортировки, работы бригады скорой помощи. Благодаря слаженной работе всех структурных подразделений, начиная от оказания первой медицинской помощи фельдшером по месту пребывания пациента, включая скорую медицинскую помощь, наш операционный зал и отделение реанимации интенсивной терапии, где, кстати, проводилась гемотрансфузия, переливание компонентов донорской крови. Пациент стабилизирован, выведен из шока. На сегодняшний день ему не угрожает жизни состояние, идет на поправку. В этом случае все обошлось, человек жив. Хотя по итогу результатом несчастного случая стала ампутация и необходимость длительной реабилитации. Условлен затрагиванием большего объема мягких тканей. И что касаемо костей, переломы, как правило, многооскольчатые. Также это вторично инфицированные все раны, часто воспаляются, заживают вторичным натяжением. Отсюда мы проводим массивную антибактериальную терапию, превентивную ставим. Занимаемся активным дренированием и сечением таких нежизнеспособных тканей. Конечно, сроки лечения таких пациентов, они в среднем в 2 раза больше, чем у пациентов с обычными переломами. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Перейдем к другим новостям. В Якутске прошла презентация изданий почетного строителя республики Иннокентия Бочкарева. Книги «Благословенная судьба моя» и «Родная земля. Хранительница памяти» были написаны после выхода на пенсию и отражают трудовую деятельность автора. Иннокентий Бочкарев внес вклад в развитие Якутии. Он принимал активное участие в деятельности общереспубликанского движения «2000 добрых дел» и руководил Усть-Алданским улусом. На пенсию вышел. И сразу взялся увековечить памяти своего работника совхоза. И то, что я сделал, строил, все они остались на памяти. Книга написать. Строил 3 памятника, по моим меркам большие, из-за своих средств совхоза, средств населения, улуса. И в Мегино-Кангаласском районе Селемая состоялась презентация 2-томной книги истории Якутии. Презентация посвящена знаменательной дате. В этом году отмечается 220-летие со дня рождения национального героя народа Саха Василия Манчары. Автором книг является доктор юридических наук, профессор, член Союзов писателей, художников и журналистов России, известный скульптор, общественный и политический деятель Республики Башкортостан Рафаил Зинуров. 2-й том полностью посвящен Василию Манчары. В нем написаны жизненные эпизоды героя. Автор много лет изучал историю и жизнь Василия Манчары и народа Саха. Книга, она такая, знаете, как сказать вам, она написана в поэтической форме, но это не просто стихи о любви и природе. Это стихи, посвященные народу, притом народу дальнему, который был как-то отрезан от всех. И судьба Манчары, я пишу в книге, судьба Саха, судьба якутов. Примерно так. 19 век был жестокий век. Не было многих таких, к сожалению, людей. Среди других народов тоже. Мало было таких героев. В Усть-Алданском районе на днях завершается 1-й сезон детского футбольного тренировочного сбора для участия в соревнованиях. Всего по улусу этим видом спорта занимаются свыше 100 ребят. В 1-м сезоне занялись более опытные дети, участвующие на крупных соревнованиях и занявшие призовые места. 2-й сезон стартует с 30 июня. День проходит все отлично, тренировка, все отлично проходит. Сначала бежим, потом разминка, потом пасы, потом игровая. Узнал, как делать дриблинги. Это ж как? Это обманывать игрока, того. А в Устнире состоялось открытие фестиваля альпинизма.
«Полюс холода». Наши корреспонденты пообщались со смелыми и влюбленными в горы людьми. Фестиваль альпинизма «Полюс холода» посвящается 80-летию победы в Великой Отечественной войне и пройдет с 24 по 30 июня в окрестностях Уснеры у подножия горы Афродита. Среди организаторов у нас есть 4 приглашенных инструкторов из города Королев Московской области, из Красноярска, Новосибирска, а также из города Донецк. Мы хотели бы, чтобы эти сборы прошли так же успешно, как предыдущие два, в 2023-2022 году. Но основная цель нашего мероприятия – это сделать альпинизм привлекательным, сделать этот район привлекательным для альпинизма, для того, чтобы популяризировать наш вид спорта и чтобы им увлекалось как можно больше людей. Среди приглашенных заслуженный путешественник России Валерий Александрович Богомолов. Ему скоро 80, но горы – это любовь всей его жизни. Что вас, уже далеко не молодого человека, тянет в горы, спросили мы. Мои друзья и природа. Потому что таких друзей я нигде не встречал. Я когда-то здесь делал связь в свое время, вот, а теперь который год уже приезжаю сюда к вам. Бывает и тяжело, конечно. Вот это самое бывает очень тяжело. Но это преодоление самого себя, по сути дела. Вот. А чем привлекают горы молодых экстремалов? Близкая связь скалолазания и альпинизма все-таки похожие разряды, да и попробовать себя в чем-то новом, как-то отличном от скалолазания. Это очень хороший опыт, да и тем более с знакомыми людьми, с которыми уже не первый год вместе. Это очень классно попробовать. А где вы участвовали, в каких соревнованиях? ДФО, 8-е Дети Азии, республиканские соревнования, городские соревнования. Пока мы общались с участниками сборов, приглашенные инструкторы Роман Абилдаев и Алексей Лыков с трудом успевали отвечать на бесконечные вопросы ребят, пришедших приветствовать покорителей горных вершин. До конца месяца участники сборов, несмотря на погоду, будут жить в горах. Пусть горы примут новичков, а погода будет благосклонна. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.